Добрый вечер. Это специальный выпуск ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ «Татарстан». В студии Светлана Кадырова. С этого дня в ежедневном формате именно на этой площадке мы будем говорить о тех вопросах, которые сегодня касаются каждого из нас. Как не заболеть ковидом, как защитить себя и свою семью, как и когда вакцинироваться. Решение телеканала ТНВ создать вот такую экспертную площадку, где каждый день компетентные специалисты, которые каждый день на передовой борьбы с ковид, которые сталкиваются с этим каждый день, будут отвечать на самые актуальные вопросы. Мы понимаем, что сегодня очень большой, наверное, поток информации идет и в интернете, и поэтому, мне кажется, решение очень правильное, когда мы будем общаться со специалистами, которые непосредственно работают с этим вирусом, с больными и с теми, кто сражается за свою жизнь. И я с удовольствием представляю наших экспертов. И тема сегодняшней нашей программы, для начала скажу, что те, кто в зоне риска сегодня находится, на наш взгляд, это беременные и дети. И мы сегодня разговариваем на эту тему с нашими гостями. Фаткуллин Эльдар Фаридович, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Казанского медуниверситета, главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения России в Приволжском федеральном округе. Хайр Лекич. Рада вас видеть. Анохин Владимир Алексеевич, заведующий кафедрой детских инфекций Казанского государственного медицинского университета, профессор, главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям детей Министерства здравоохранения Республики Татарстан. Добрый вечер. Рада видеть Ильдуса Юдатовича Лутфуллина, доцент, заведующий отделением педиатрии городской детской больницы номер 1. Здравствуйте. Здравствуйте. С нами сегодня Наталья Левчук, мама, которая вместе с дочкой до сих пор сражается с последствиями ковид. И по скайпу сегодня с нами. Мы рады, что нас поддержали наши замечательные гости по скайпу. Мы пожелаем им обязательно скорейшего выздоровления. Гульнас Файзрахманова, ее сыну Аделе сегодня исполнился месяц. Он родился, когда Гульнас очень тяжело болела ковид, находилась в РКБ. 11 дней на ИВЛ, 80% поражения легких. И Диана Былинкина вместе с дочкой, они сейчас находятся в ДРКБ, лечатся также от ковид. И вот я предлагаю сегодня тоже послушать их истории о том, как они сражаются с этой болезнью. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии 554 56 10. Вы можете также задать свои вопросы нашим экспертам. Начнем все-таки с того, опасен ли коронавирус для беременных. Сегодня ответ, наверное, у нас есть, и он неутешителен, опасен. Международные исследования показывают, что риск тяжелых осложнений повышен как у матери, так и у ребенка. Есть исследования с участием 10 тысяч беременных и 128 тысяч небеременных женщин. И вот у беременных почти в 2 раза повышен риск смерти, он составляет чуть более 11%. Мы знаем, что сложно, наверное, экстраполировать это исследование на ситуацию в Татарстане, но в конкретном регионе. Но мы все-таки, наверное, можем фиксировать, что у нас идет рост, все больше беременных заболевают ковид. Под ударом теперь находятся еще и дети. Каждый четвертый переносит инфекцию бессимптомно, вот по нашим данным. Госпитализация, наверное, меньше, чем у взрослых, конечно, но играть все-таки в ролянку не стоит ни с тем, ни другим. Хотелось бы все-таки начать историю с Гульнас. Гульнас, понимаю, что вам сложно сейчас, наверное, все это вспоминать. Вот как сейчас ваше состояние, как чувствует себя малыш? С малышом изначально было все хорошо. Хоть он и родился на 38-й неделе, но доношенный, отрицательный ПЦР очень обрадовал меня на тот момент. У меня, конечно, протекало все намного сложнее. Сейчас я чувствую себя хорошо, сама дышу. Это счастье непередаваемое. Как сейчас вы пытаетесь обезопасить свою семью, защититься? Какие вот меры, что предпринимаете? На данный момент, конечно, я совсем изолировалась от общества, потому что очень страшно. После того, что все было, теперь я за городом. Муж носит маску, обеззараживает руки, сдал тест на антитела, скоро сделает прививку. Дай бог. Хорошо, спасибо, Гульнас. Эльдар Фаридович, вот у нас 2 госпиталя для беременных, насколько мы знаем, для больных ковид, да, это РКБ и 7-я горбольница. Вот верны ли у нас цифры, что прошли около 2000 женщин, ждущих ребенка через эти госпитали? Еще раз. 2000 женщин прошли за этот период через эти госпитали. Верно ли цифра? Я не смогу сказать общее число. Очень много. Причем нельзя говорить за этот период. Надо говорить, что сегодня хуже и активнее вирус себя ведет, чем это было год назад. Год назад мы были в определенной растерянности. Это первая встреча. Мы о вирусе мало знали. Были арсеналы наших возможностей очень ограничены, тем более беременные. Многого нельзя было делать. Сегодня мы вроде пришли готовыми.
И результативность лечения совершенно другая. Научились лечить, еще будем учиться и дальше. Научились интенсивную терапию оказывать. Летальность среди беременных у нас очень низкая. Она штучно есть. Хотя в России это не совсем так. Это хорошая организация и хорошая группа консультантов, которые ведут этих беременных. Это такая интеллектуальная группа крупных специалистов из татарстанских университетов. Но мы можем Но говорить, что беременных рост. много, очень много. Да, рост идет. Мы можем говорить об Рост, этом? стабильность некоторая вроде бы есть для успокоения, но, думаю, пока это нестабильно. Насколько осложнено течение болезни у беременных женщин? То Уже есть, мир признал. Та сказка, что у беременных проходит по китайскому сценарию лучше, она не подтвердилась. Сегодня, по крайней мере, вот те варианты мутации, детально, я думаю, Владимир Алексеевич это скажет, они себя показали очень плохо. У нас ситуация обостряется еще из особенностей клинической картины этого вируса. Беременные болеют хуже, чем популяции. И риск осложнений для плода и для матери достаточно высок. А как часто все-таки вирус передается от мамы к плоду, да, к ребенку, Значит, или тут после родов? два варианта. Первый, если есть контакт мамы с ребенком, риск большой. Но не исключен и внутриутробная передача. Она четко не подтверждена пока. Ну, Мало вот исследований. На практике было, насколько я понимаю, вот было более 200 родов, вот по нашей информации, там 3 ребенка, вероятнее всего, заразились при родах или после. Это очень трудно доказать. Сложно? Нет, после родов все объяснимо. Персонал Потому не что был соблюдал правила. был контакт. Да, был контакт. Или не вовремя разделили их, раздельное пребывание. А внутриутробно доказать? А внутриутроб трудно доказать. Но зарубежные данные говорят, они за то, что это возможно. А почему, не могу сказать. А чем грозит все-таки ребенку болезнь матери, плоду? Ну, также мы и раньше полагали, что это не так опасно. Сегодня по-другому рисуется. Нет, плоду нет наблюдений больших. Это надо отследить год, 2, 3. А вот то, что ребенку плохо новорожденному, сегодня это, наверное, факт. Что делать в этой ситуации самой беременной? Можно ли вакцинироваться? Можно ли вакцинироваться Да. при планировании беременности? Эти вакцинам- вопросы самые частые. По вакцинации беременных очень сложный вопрос. Ни одна инструкция не содержит фразу «противопоказано». Только недавно в новой редакции инструкции по «Спутнику 5», буду просто говорить, а не то длинное название, исключили и написали «беременность», исключили противопоказания беременности. По остальным вакцинам так и сохранили. Грудное вскармливание и беременность противопоказаны для вакцинации. Когда Но можно привиться спутником? но Хорошо, скажу в о какой чем. период? Недавно были озвучены американские данные. Больше 100 тысяч беременных вакцинировались, не зная, что они беременны. И вот наши американские коллеги делают вывод. Ничего опасного с этой беременностью не произошло. Причем эта вакцинация на ранних сроках. Это не самый удачный вариант для вакцинации. Ничего опасного. Сотни тысяч. Хорошо. Сейчас, когда все-таки лучше вакцинироваться беременной? Можно ли или нет? Нет, беременным надо вакцинироваться. Особенно Есть какой-то срок лучше во определенный? второй половине беременности. Хотя и в первой ничего не доказано плохого действия. Там есть свои объяснения формированием органогенеза, сформированного мозга, нервной системы, но это я не думаю, что серьезно. Вакцинироваться можно на любом сроке. Надо ведь учесть, вакцина должна сработать. Тоже Пациенткой период. никуда не денешь. Наши магазины в Татарстане неплохая рождаемость, не такой сильный темп снижения. Они везде. В магазинах, вот эти наши супермаркеты. Вообще фантастика, что происходит. Коляски, семьи, беременные, маски неправильно носят. Надо вакцинироваться. Но еще одно есть. Это, наверное, правило. Его мне озвучила профессор Абдул-Ганеева, самый крупный специалист сегодня в нашей среде по этой проблеме. Если беременный отказывается, антиковидные кампании достаточно активные. Беременные боятся. Может быть, есть
предпосылки к этому, тогда должна быть завакцинирована вся семья вокруг нее. То есть, чтобы обезопасить беременную, дабы избежать там риска, если есть определенные сомнения, должна вакцинировать вся семья. Родные, близкие, муж. Ну, особенно кто рядом. Да не меньше общаться, какие близкие. Близкий круг должен быть вокруг. Хорошо, спасибо. Диан, добрый вечер. Еще раз, когда у вас заболела дочка, да, когда вы вот попали в больницу и где, предполагается, вы могли заразиться? Звук. Слышно? Да, слышно, да, Диан. Когда... Заболевание. У нее поднялась высокая температура. Больше признаков не было. Ковида никаких. Я вызвала скорую, нас отвезли в первую больницу инфекционную, взяли мазок, на следующий день показал то, что у нее ковид положительный. На лечение нас перевезли в ДРКБ, и здесь мы продолжаем лечение. Но у нас вчера уже был отрицательный мазок. То есть ковид ребенок перенес несложно. Была только температура, на данный момент у нее кишечная инфекция. Как мне врачи объяснили, это ковид, следующая ступень. У ребенка такое бывает. Где вы могли заразиться? Диана, какие... Да. Вы были в торговых центрах, вы вели активную жизнь, в общественных пространствах. Где могли заразиться, на ваш взгляд? Ну, я считаю, что привезла ковид с Москвы. Я прилетела сюда 20 июля. 2 августа заболела моя мама. И мы заболели вот в воскресенье. Мама заболела тяжелее, ее увезли на скорой в инфекционную больницу, у нее было 25% поражения. То есть она намного тяжелее болела. И последний вопрос, Диана, еще. А много таких, как вы сейчас там, в ДРКБ? На самом деле много. Палаты не забиты, но если смотреть то, что это дети, маленькие дети, младенцы, и ДРКБ, и в первой больнице очень много. Много очень маленьких, 2 недели, 1 месяц, год, 8 месяцев. То есть разные возраста у детей, и, как оказывается, болезнь к ним тоже пристает. Хорошо, Диана, мы сейчас переключимся на рекламу и потом продолжим. Буквально 1 минута. Вклад 6 звезд. До 6% годовых. Откройте вклад в офисах Акбарсбанка. Подробности на akbars.ru. Гастроли Саха-опера-балет из самого сердца Якутии. Остап Бендер и калейдоскоп ярких красок в балете «12 стульев». 2 сентября в Театре оперы и балета. Ипотека от 3,9% на квартиры в Казани от Акбарсдом. Для всех и на весь период. В Казанском цирке с 24 июля новая цирковая программа «Дикая планета». Акция на ТНВ «Made in Татарстан». Сделано в Татарстане. О тех, кто созидает, и о тех, кто вместе с нами меняет мир к лучшему. Мы продолжаем ток-шоу «Точка опоры». Разговариваем сегодня о тех, кто находится в зоне, в группе риска. Это беременные и детки, наши малыши, которые также подвержены, как оказалось, ковиду. И течение болезни тоже может быть совершенно и сложным, и тяжелым. Вот, Владимир Алексеевич, год назад еще говорили, что в зоне риска пожилые, дети болеют редко, переносят ковид легко. Но вот по данным Роспотребнадзора 80%. Так сказать, вот таким вот образом получается, что дети фактически вышли на тот уровень заболеваемости, который есть у взрослых. Ну и заканчивая разговор о статистике, следует сказать, что есть особенности регистрации случаев заболевания у детей, поскольку они болеют, как уже вы сказали, сравнительно не тяжело, особенно первый период, вот катаральный период этого заболевания, где-то переносят стерто, то есть не всегда они регистрируются, и поэтому, в общем, создается иногда ложное такое впечатление о том, что дети не болеют, вот, и переносят это заболевание, в общем, достаточно безопасно для себя. В целом же, вот опыт, скажем так, вот этих 1,5 лет, в течение которого мы наблюдаем за заболевшими детьми, и те публикации, которые есть,
говорят о том, что у детей есть такой вариант несколько отсроченного развития болезни, и вот вся эта симптоматика, в целом достаточно тяжелая, может развиться на сравнительно поздних сроках, по прошествии недели. Мы иногда видели ситуацию даже по прошествии нескольких месяцев после перенесенного вот этого острого периода заболевания, когда приходилось госпитализировать, и мы наблюдали, в отличие, скажем, от взрослых, такой полиорганное, то есть изменение со стороны разных органов, не только легких, но и изменение со стороны сердца, изменение со стороны суставов, изменение со стороны почек. В общем, достаточно тяжелая иногда складывается ситуация, но вот сейчас это стало наиболее заметным, поскольку общее число заболевших детей в целом, конечно же, увеличилось. Но вот сейчас мы вышли на какое-то определенное плато, наверное, по числу заболевших, но общий уровень заболевания достаточно высокий. Следует учитывать, что дети еще у нас и не прививаются, потому что не разрешено. Сейчас проводится 3-й этап клинических испытаний вакцины «Спутник Ви» для использования его у подростков, поскольку подростки, по-видимому, являются одним из наиболее частых распространителей этой инфекции, в том числе в семьях или в коллективах. Ну и в силу образа жизни, в силу, так сказать, вот активного образа жизни. Это факт, с которым, наверное, следует считаться. Ильдус Явдатович, вот действительно, стали дети болеть больше, стали ли болеть тяжелее? Вот о симптоматике Диана говорила, что только температуру, в общем-то, можно было спутать спокойно с ОРВИ. Фактически не было больше ничего. Да, разумеется, мы видим рост детской заболеваемости. Наверное, этому есть разные объяснения. Возможно, это связано с появлением новых вирусов, новых мутантных штаммов. Да, допустим, в отношении дельта-вируса, дельта-штамма, дельта-стрейн, известно, что это вирус, который способен проникать лучше внутрь клеток, и, соответственно, детский организм, который раньше был невосприимчив к первичным, к диким штаммам, сегодня более восприимчив к ковиду, и это вот выражается в виде того, что мы видим рост детской заболеваемости. Ну, в отношении того, как они болеют, да, здесь подход, в общем-то, он остается таким, что большинство детей, к счастью, болеет относительно легко. Дети редко нуждаются в таких интенсивных, тяжелых методах лечения, как искусственная вентиляция легких. Вот. Но каждый ребенок, который заболел ковидом, он должен быть оценен. То есть состояние каждого ребенка должно быть оценено врачом, который имеет опыт работы с ковидом, потому что есть отдельные случаи, когда на каком-то этапе заболевания, это может быть в начале заболевания, может быть к середине заболевания, может быть спустя 2-8 недель. В какой-то момент у ребенка может наступить ухудшение. Поэтому такой ребенок, он должен быть под контролем врача. Сколько под контролем находится ребенок после выписки? Ну, вот это каждый раз решается индивидуально. Просто нам приходилось сталкиваться с такой ситуацией, что вот этот неправильный стереотип, что дети болеют легко, приводит к тому, что обращение к врачу происходит заведомо известно уже, что да, в семье есть ковид, ребенок температурит, и, наверное, у него ковид, но ведь дети не болеют тяжело. И это приводит к тому, что к врачу, к нам обращается ребенок на 6-й день лихорадки, на 7-й день лихорадки. То есть это, конечно, недопустимо. Когда надо обращаться? Сразу? Если в семье вообще, подтвердился ковид? Да, сразу. То есть в любом случае ребенок должен быть оценен. Его кислородный статус, его состояние, его интоксикация. То есть в целом ребенок должен быть под контролем врача. Большинство детей болеют легко, хочу еще раз подчеркнуть, но есть отдельные случаи, и это должен оценивать врач. Хорошо, Наталья, ваша дочка переболела в январе. Да, ей сейчас мы подхватили коронавирус в разгар новогодних праздников. Резко поднялась температура, 40 градусов, и опух сустав. И мы незамедлительно обратились в больницу, где, к сожалению, подтвердился коронавирус. Вы были госпитализированы? Да, госпитализированы, там уже подтвердился коронавирус. И так как у нас есть хроническое заболевание, у нас коронавирус проявился не совсем в традиционной форме. То есть осложнение на сустав получилось у нас. Вот вы переболели в январе, сейчас на дворе август. Что изменилось? Изменилось последствия последствия до сих пор. То есть то хроническое заболевание, которое у нас есть, оно пока не пришло в нормальное состояние. То есть сустав до сих пор еще не пришел в нормальное состояние. Какие-то вот меры после того, ковидом переболел только ребенок или вся Получается, я тоже заболела в этот же период. И, я вакцинировалась, естественно, стараюсь не ходить в общественные места, также и ребенок. И коронавирус, он везде. То есть заразиться можно где угодно, в лифте, в подъезде. Никто не застрахован. Вы, скорее всего, были на новогодних утренниках. Мы никуда не ходили вообще. В январе новогодние мы не праздники. ходили никуда специально и береглись, и все равно заболели. То есть коронавирус везде, даже в подъезде. Конечно. А какие вот рекомендации бы родителям тогда Рекомендации при первом подозрении коронавируса не бояться обращаться в больницу.
потому что своевременное лечение – это залог успеха, и обязательно ходить в масках, даже детям в торговых центрах, везде. У вас сейчас вся семья вакцинировалась? Еще не вся. Планируют? Да, планируем. То есть это и родители, и супруг, и так далее. Позднее обращение – это проблема беременных. Прошлый год было очень много поздних обращений, отсюда и очень плохие результаты. А почему было позднее обращение? Чего боятся беременные? По-моему, здесь настолько забота не знают, что о это. двух жизнях. Путают с РВИ, боятся идти в больницу, тоже факт, кстати, контакты, очереди. Хотя всеми нашими установками это все минимизировано. Ну и потом просто, как иностранцы говорят, где массы вакцинируются, у вас что-то с народом не то происходит в России. Мало вакцинируемся, да. И вы знаете, в качестве общего замечания, может быть, не следует ждать, что мы вернемся в 2018 год. Нет, и все исчезнет, да? И все исчезнет. Такого не будет. Теперь мы будем все время жить с коронавирусной инфекцией. Надо приучить себя к мысли о том, что надо будет ревакцинироваться практически постоянно, постоянно ходить в масках. Это новая реальность. Новая реальность. Ильдус Явдатович, еще хотела уточнить. Все-таки по вакцинации детей обсуждать, да, этот вопрос? Вот мы уже говорили детей, о да, клинических исследованиях. Говоря о ковиде, конечно, нельзя не говорить о вакцинации. Это вот тот метод, который может переломить ситуацию с ковидом. Конечно, от него мы никогда не избавимся, но сбить заболеваемость, сбить смертность, ну, вот это тот способ, который весь мир идет этим путем. Вакцинация детей на сегодня в некоторых странах разрешена. Основные такие наиболее авторитетные, скажем так, регуляторы международные, они одобрили вакцинацию детей подросткового возраста. Но надо сказать, что вакцинация детей – это все-таки задача вторая. Первая задача – это вакцинация людей старшего возраста, среднего возраста и молодых людей. То есть к вопросу пока не стоит даже, наверное, это очень широко обсуждать, потому что, да, вакцинация детей в какой-то момент станет нам важна. Но пока надо говорить о том, что мы очень мало вакцинируемся. И вот это очень хорошо, что вы задумали такой проект, потому что я думаю, что вакцинация – это вопрос не только медицинский, это вопрос всех здоровых сил, которые есть в обществе. Социальная ответственность, гражданская ответственность. Это общественный вопрос. Это вопрос, который касается нас всех. Это не только врачи должны делать. Все здоровые силы общества должны участвовать в том, чтобы призвать людей к вакцинации. Сейчас 3 минуты до конца. Я предлагаю, Гульнас, вот сейчас что бы вы порекомендовали, что для всех остальных, кто еще не сталкивался, либо кто еще не решился, возможно, да, и на вакцинацию, и не определился, что ему делать дальше? Как защитить себя? Конечно же, ходить в маске, постоянно руки обрабатывать антисептиком и по возможности максимально быстро, наверное, вакцинироваться всем окружающим. Потому что то, что я пережила, это не дай бог никому. Спасибо большое врачам отделения реанимации, интенсивной терапии, Алексею Андреевичу, Нигине Амоновне, Алексею Евгеньевичу, Эре Викторовне, Гузель Амировне, всем за то, что спасли мою жизнь. Вы сама боец, Гульнас, да, вам тоже пожелаем вот крепкого здоровья Аделю. Еще раз с днем рождения, несмотря на все хорошо, месяц, малышу, вы идете вперед, крепкого здоровья. Диана, что бы вы, вот ваш совет для мам, для будущих мам? Ну, для будущего могу посоветовать, наверное, избегать людных мест, носить маску по возможности, больше бывать на свежем воздухе. Для мам с детьми также избегать людных мест. Это обязательно дезинфекция рук, дезинфекция поверхностей и вакцинация. Я до этого не вакцинировалась и к этому относилась как что-то новое, для меня неизвестное. На самом деле, извиняюсь, на самом деле это необходимо, видя, как болеют дети. При мне увезли двух родительниц в тяжелом состоянии во взрослую больницу, а дети остались одни. Это стресс, это страх остаться вообще одним. Просто нужно подумать о том, что кроме нас, с нашими детьми никто не будет рядом находиться. И хорошо, Диана, спасибо большое. Крепкого выздоровления Есении. Большой привет. Обязательно поправляйтесь.
Спасибо большое. И еще раз коротко, вот буквально, что сейчас нужно делать беременным и детям, мамам детей точнее. Коротко вот подведем итоги, буквально 2 минуты. Беременным вакцинироваться. Вакцинация разрешена. На всех Предохранять фактически этапах семью. лучше второй триместр. Защищать семью. Меньше контактов. Надо понимать, мы живем в условиях войны, мы теряем людей, врачей. Это большие потери. Статистика совершенно плохая по стране и в мире плохо. Владимир Алексеевич. Ну, об этом уже было сказано, но, тем не менее, это, конечно, маски. Если говорить о детях, даже о детях, если дети будут ходить в масках, это безусловно. Нужно себя как-то, так сказать, в этом плане приучить к тому, что придется нам это делать достаточно долго. Ну и, конечно же, вот те случаи или те варианты гигиены, которые традиционно используются, начиная с мытья рук, это, кстати, доказано не только применительно коронавирусной инфекции, ко всем инфекционным заболеваниям, чаще мыть руки, и тогда мы будем фактически спасены от Сразу этого. обращаться к врачу при любых В любом случае, подозрениях. да, Да, конечно. Наташу мы тоже уже выслушали советом. Подведем итоги, да, Эльдус Не Явдатович. расслабляться. Ковид никуда не ушел и не собирается никуда уходить. Он здесь среди нас. Гигиена, вакцинация. И обращать внимание на детей, которые находятся в группе риска. Ну и в целом быть внимательным к своим детям. Хорошо, благодарю всех экспертов, благодарю девочек, которые сегодня включались по скайпу. Всем крепкого здоровья. Мы увидимся с вами завтра уже в 17:00. И завтра говорим о вакцинации и страхах перед прививкой. Крепкого здоровья всем, всего доброго, до свидания. Белка России бренд